Регистрация для нас, граждан России, иностранец, он встает в миграционный учет. Получается, его сотрудник останавливает, говорит, покажи миграционный учет. То есть с него спрашивают миграционный учет, а он сам встать не может, по закону не может. Его на учет ставит хозяин квартиры. Очень выросли киргизы. Вот Кубанычбек, по-моему, вы знакомы, да, виделись. Вот. Большой молодец, то есть вот вроде молодой парень, ну и такой амбициозный, старательный, да, от души, там, давайте что-то делать. Но у нас сейчас рынок очень дефицитный в плане рабочих рук. Причем мне приятно, что сейчас об этом хотя бы стали честно говорить. То есть у нас в начале года даже вот, не знаю, вышел министр МВД, говорит, у нас не комплект, 152 тысячи. Что было сделано, пока ты возглавлял Федерацию мигрантов? И вообще, чем ты занимался? Какая ее функция? Когда я только еще вот пришел, была такая общая концепция, в нее все верили. Потом я понял, что это как бы абсолютный миф, но тогда все верили в это, что есть диаспоры, влиятельные, могущественные, которые имеют влияние на своих земляков, могут какой-то там порядок обеспечить. Я тоже так думал. И вот как раз руководитель, который был до меня, собирал каких-то людей, и это, главное то, я смотрю, ну вроде серьезные люди. Потом я понял, что в основном эти люди ничего из себя не представляют. Вся его диаспора – это жена, теща и дети. Вот как бы вся диаспора. Вот. Мы можем выделить отдельные диаспоры, штучные, которые действительно организованно могут работать. Вот, допустим, татары. Прекрасно организованы. Гельмудинов там, да, по-моему, сейчас ей командует. Очень системный, организованный, грамотный человек, да, старается, делает, звонит, неравнодушный, не ленится сам приехать. Вроде, да, большой руководитель. Я сейчас сам приеду, там что-то надо, да. Но это же вы же не мигранты, вы же наши граждане, да, то есть. И поэтому получается, что вот и в СМИ часто путаница. У нас там прекрасно организованы диаспоры, допустим, выходцев с Кавказа, да, то есть у них, опять же, есть представительство, там еще что-то. То есть, если говорить про, в целом, есть ли какие-то организованные диаспоры в России, то в основном это, опять же, граждане России. Дальше у нас есть несколько диаспор прекрасно организованных, то есть у нас очень хорошо организованы армяне. И это самая крупная юридически вот прям диаспора. У них, если не ошибаюсь, по документам 700 местных организаций. Ну, то есть это прям глобально. Как бы, опять же, вот все диаспоры, вот надо сразу сказать, все диаспоры, вот, про которые я сейчас буду говорить, это все вопрос исключительно лидера. То есть вот у них есть Ара Аршавирович Абрамян, и он это все как бы, ну вот, организует, держит, совещания проводит. Дальше курды, то есть у них своей страны-то нет, но организованы они прекрасно. То есть там есть лидер, как бы они его слушают, то есть вот они как бы очень организованы. Дальше вот уже при мне, и я достаточно много как бы прикладывал усилий помочь, очень выросли киргизы. Вот Кубанычбек, по-моему, вы знакомы, да, виделись, вот. Большой молодец, то есть вот вроде молодой парень, ну и такой амбициозный, старательный, да, от души, там, давайте что-то делать. Вот за 7 лет, в 2016 году мы познакомились, в 2023 году его избрали председатель совета всех киргизских диаспор. И все вот там аксакалы, там седые пришли, сказали, да, ты наш старший. Он нас моложе, по-моему, лет на 10, грубо говоря, да, вот все его признают. И мы поехали в Бишкек, было огромное совещание, был премьер-министр, и они говорят, вот наш 8-й губернатор, у них 7 областей, это вот 8-й как бы в России, ну, почти 1 миллион киргизов, но это очень много, больше 10% республики. Вот, и дальше отдельно стоят у нас памирцы. То есть так-то по паспорту, если да, вот человек таджики. Не понимает, таджики, да, граждане Таджикистана будем говорить. Но вот они себя идентифицируют все-таки немножко отдельно. Ну, как в России татары, да, вот, то есть граждане-то все, но вот есть момент. Вот, они прекрасно организованы. То есть это прям вот эталонный вариант, то есть они, ну не знаю, это можно отдельно про них, вот, не знаю, подкаст записывать, но тогда лучше надо их позвать, не меня, да, то есть вот 4 диаспоры, и на этом все. Даже вот если мы берем вариант до СВО, да, до начала СВО, у молдаван какой-то диаспоры нет, у белорусов какой-то диаспоры нет, у украинцев какой-то диаспоры нет, у казахов какой-то диаспоры нет, ну, про остальных я всех уже рассказал, да, это туркменов еще не взял, туркменов тоже как бы нет. То есть получается, что у нас есть вот буквально условно 4 диаспоры, и то 4-я вот при мне как бы организовалась. В январе я всех собираю, говорю, давайте, как бы, нам должен быть новый план работы. Только как мы работали вот эти все диаспоры, завязываем. Вот. И мы, соответственно, кидали сами план, что у нас раз в месяц должно быть большое крупное мероприятие, либо спортивное, либо культурное, либо какое-то там информационное. Мы завели YouTube-канал как раз, потому что я говорю, если эти люди не могут доносить до своих земляков какую-то информацию, значит, тогда я сам напрямую буду доносить. И мы первое время видео выпускали с переводом. То есть вот я говорю, еще можно было выбрать там, не титры, а именно вот озвучка была. Вот. Дальше получается
буквально 3-4 месяца прошло, Хабиб Нурмагомедов берет титул, побеждает Конора. Тут же огромный интерес к ММА, все хотят ММА. Я говорю, все, надо возглавить это все. Мы проводим прекрасный турнир в ноябре 2018 года. Как бы вот, ну прям много людей к нам сразу тоже активно приходят. Потом мы стали думать, хорошо, у нас же есть девушки. Ну, они могут, в общем, куда угодно прийти, но надо что-то для них. Мы сделали конкурс красоты. Опять же, мы понимаем аудиторию, многие люди мусульмане, вот поэтому конкурс купальников мы убрали. И у нас национальные костюмы. То есть они выходят изначально в чем хотят сами. Ну, в основном все выходили в каких-то вечерних платьях. Потом на второй конкурс они одевали национальный костюм, что-то там показывали, опять же. И третий выход, они опять же выходили. Она могла не переодеваться, остаться в костюме, могла переодеться либо во что-то третье, либо вот в первое. Там, ну. Мы договорились с Московской финансово-юридической академией, что наша МИС, Федерация мигрантов России, соответственно, она будет бесплатно учиться, высшее образование. Ну, это 1 миллион по нашим деньгам, ну, в то время где-то 250 тысяч в год стоил. Ты говорил, такие самые крепкие системные общины, ты сказал, это зависит от лидера. А не кажется ли, что это, может быть, здесь есть такой фактор, как национальный менталитет, ну, допустим, ментальность. Ну, сами вот народ организованный сами по себе, допустим, памирцы, да, они там горные такие, может, как-то вот сформировался менталитет, что они вот умеют самоорганизовываться, или все-таки это зависит чисто от лидера? Я считаю, чисто от лидера. Чисто от лидера. Потому что я вижу, что, допустим, те же граждане Таджикистана, они тоже очень склонны к каким-то вот вертикалям власти, да, или пирамидам. Вот. И был в свое время такой Карамат Шарипов, и вот я смело могу назвать его лидером того времени. Его слушали. Вот. Ну, нет нового Шарипова. А узбекистанцы в меньшей степени склонны вот к такой, как сказать, вертикали власти. Вот я когда разговариваю с узбекистанцами, причем и с посольскими, допустим, да, с кем-то еще, они говорят, у нас есть культура, вот махаля называется, как деревня. Да. Да, вот. И вот есть небольшая община в рамках деревни. А что там за деревней, ну, нам типа не сильно интересно. Вот. И поэтому вот их я даже не особо понимаю вообще, реально ли как бы собрать, и нужна ли эта диаспора и так далее. А если говорить про таджиков, они в большей степени, вот, то есть они мыслят вот не, как бы не махалей вот этой, да, а именно вот у нас там есть какой-то там большой, там, ну, то есть вот у них мышление вот, ну, такое как бы, да, вот вертикаль власти. Те же самые вот азербайджанцы, когда были эти организации, они же работали хорошо, и мероприятия собирали, и приходили люди. Вот. Поэтому я думаю, что там, как бы, может быть, лидер, если появится, опять же, ну, он должен же как, он не просто появился, ему нужно согласоваться с нашими. Согласоваться там, он должен быть всем удобен, потому что если он где-то неудобен, ему работать не дадут. Поэтому быть лидером это непросто, то есть это нужно быть хорошим дипломатом, нужно иметь финансовую независимость, и чаще всего нужно даже вкладывать в организацию поначалу. Да? Вот, поэтому, наверное, если там в тех, скажем так, вот диаспорах, где сейчас нет лидера, если он найдется, нормально со всеми договорит, ну, как вот, допустим, тот же вот с Киргизией, да, Кубанычбек, со всеми выстроил отношения, везде его приглашают, все нормально, все хорошо, да, то есть при том, что нельзя сказать, что он шел с каким-то огромным опытом управленческим. Я ездил к нему на родину, то есть это прям простой дом деревенский. То есть, ну, вот, как бы не какие-то там хоромы, у него папа в вузе преподаватель, как бы очень интеллигентный, вежливый человек, да, и вот старался, работал 7 лет, вот руководитель. То есть, опять же, нужно эти 7 лет тоже как бы отдать на эту всю работу. Это сколько беготни, сколько звонков, там, брат, помоги, там, что-то где-то, люди же звонят, ну, совсем подряд. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Скажи, а вообще какая задача вот этих сообществ, или как они, диаспор, для чего они, вот с твоей точки зрения, какая необходимость вообще людям самоорганизовываться? Ну, живут, приехал, работает. Зачем, допустим, там таджику или киргизу участвовать вот в каком-то, опять же, будут только обвинять, вот приехали таджики, там кучкуются, не хотят социализироваться. Это зависит очень
очень сильно, опять же, от лидера диаспоры, от ее политики. Вот, например, мы берем помирцев. У них огромное количество сил и времени и средств больших уходит на то, чтобы учить свою диаспору русскому языку. Потому что лидер говорит, мы приехали в Россию, мы должны здесь быть достойными гражданами. Многие уже гражданство получили, еще что-то. Поэтому, как вы русские не знаете? Езжайте обратно тогда. То есть я говорю, это некопируемый опыт. Потому что нужно скопировать этого человека, да, и чтобы он, допустим, был не помирцем, а там киргизом также организует еще что-то. Где-то диаспоры, в моем понимании, то, что вот я вижу, особенно если это вот не диаспора, а вот просто документы, да, и человек. Поэтому я бы сказал, что если люди считают, что какие-то здесь диаспоры, не знаю, работают против какой-то политики, так тогда их надо закрывать, и все. И я не знаю ни одну такую диаспору, которая сейчас вот работала бы против нашей страны. Скажи, пожалуйста, вообще в России есть какая-то миграционная политика? Как ты ее оцениваешь? И есть ли какая-то стратегия вообще у российских властей по отношению к мигрантам? У нас формально прям есть стратегия. Она утверждена президентом до 2025 года. Наверное, сейчас вот уже скоро будут следующую писать. Проблема в том, что вот эти все стратегии, все эти документы, они очень, скажем, такие общие. Ты же не можешь написать конкретно вот это, да, там какие-то цифры. То есть, когда мы пишем, например, бюджет страны там, на 3 года, мы понимаем, сколько мы продадим нефти, сколько придет долларов, там какие-то делаются поправки, может меньше, может больше. Мы понимаем, у нас столько, не знаю, бюджетников, да, столько там врачей, учителей, там, не знаю, силовиков, военных, то есть, мы это все распределяем. Политика, она же упирается в конкретных исполнителей. То есть, например, могут очень грамотные, очень правильные идеи быть сформулированы в документе. Но если у нас есть, допустим, та же самая бытовая коррупция, то человек приезжает, читает этот документ, как замечательно. Потом выходит, с него начинают требовать регистрацию, что-то еще, он начинает нервничать. Часто бывает, что человек, он рад делать так, как положено, он физически не может. Вот у нас есть проблема, например, той же самой регистрации, если как по-правильному говорить, постановка на миграционный учет. То есть регистрация для нас, граждан России, иностранец, он встает на миграционный учет. Получается, его сотрудник останавливает, говорит, покажи миграционный учет. То есть с него спрашивают миграционный учет, а он сам встать не может, по закону не может. Его на учет ставит хозяин квартиры или администратор там, общежития, хостела. Администраторы нормально все делают. А хозяин квартиры может быть вообще где-то за границей. По доверенности нельзя. Это может быть бабушка пожилая, у нее не особо юридические, да, какие-то эти знания. У нее вот этот миграционный учет, регистрация, прописка, у нее там путаница. Она думает, сейчас я что-то где-то подпишу, он у меня комнату заберет. Как в советское время, да? Она ничего не знает. Вот давай деньги, живи, никуда не пойду, подписывать ничего не буду. А в законе сказано строго. Человек должен быть зарегистрирован по месту проживания. Вот у нас до чемпионата мира по футболу можно было встать на учет по месту работы и по месту проживания. Это было удобно. И люди оказались в ситуации, когда они рады, по-честному, они говорят, скажите, в какой очереди посидеть? Если надо госпошлину заплатить, мы заплатим. Нет, ничего не надо платить, нигде не надо сидеть. Твой хозяин квартиры должен пойти и сделать то, что должен. К сожалению, у нас отсутствует практика наказания хозяев квартир. То есть формально это их обязанность, как принимающей стороны, пойти и поставить на учет. Но за нее, грубо говоря, штрафа как такового нет. Там можно пытаться как-то очень сложным образом этот штраф натягивать. Практики такой, опять же, нету. Поэтому люди просто сдают квартиры, свою обязанность как принимающей стороны не выполняют, и их за это не наказывают. Кто-то переживает, мне надо будет налоги платить, но это тоже какой-то абсурд. Сейчас самозанятость оформить 3 минуты. Зашел на сайт, оформил. Налог частник частнику 4%. Да любой мигрант, ему скажи, я на 4% квартплату подниму и сделаю тебе регистрацию. Да скажи, на 10 подними. Подними на 10, все, я хоть буду знать, что регистрация честная, настоящая, где-то что. В итоге все это приводит к тому, что люди вынуждены идти к посредникам. Там большие сложные коррупционные схемы, в которых там все задействованы. И ему делают эту регистрацию, какая-то левую. То есть она в базе. То есть ее в базу забивают. То есть если его останавливают где-то там, неизвестно где. Дай регистрацию, даст, пробивают, все, бьется, иди. Но опять же, он же там не живет. А это нарушение закона. Причем это нарушение предусматривает выдворение из страны и запрет въезда на 5 лет. То есть он же знает, например, что он живет вот на этой улице. А что у него там в регистрации, ему же ее кто-то принес. Если полицейский более опытный, он берет регистрацию. А какой у тебя адрес?
О, поплыл. Ну, все понятно. Опять же, более опытный мигрант, он учит хоть, где он живет. Да, то есть каждый раз разный же адрес. Это абсурд. Вадим, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь влияние миграции на рынок труда в России? Ну, у нас сейчас рынок очень дефицитный в плане рабочих рук. Причем мне приятно, что сейчас об этом хотя бы стали честно говорить. То есть у нас в начале года даже вот, не знаю, вышел министр МВД, говорит, у нас не комплект, 152 тысячи. 152 тысячи, это Пушкина целиком. То есть у нас, получается, условно, есть дубинка, пистолет, стол, стул, компьютер, наручники, а полицейского нет. Таких 152 тысячи. Но, например, вот по моему мнению, где-то с 2021 года абсолютный дефицит рабочих рук. Нам звонят, просят, дайте 20 тысяч, дайте 30 тысяч человек. Мы всех оформим, все документы сделаем, у нас там объект, там объект, там объект. То есть постоянно звонят вот эти вот компании, которые занимаются, ну, вот в сфере услуг. Курьерские доставки, такси, что-то еще. Люди. Я говорю, да нет у нас людей, мы этим не занимаемся. Ну, найдите где-нибудь. Ну, то есть вот до такого доходит. То есть нам прям приезжают делегации, привозят там, не знаю, какие-то подарки, пожалуйста, нам надо. То есть вот. И это вот уже точно несколько лет. Но мы живем вот сейчас, 24 год. Никто тебе строить ничего не будет. Ты можешь как бы жить там, как ты живешь, можешь приехать сюда, жить хорошо. Почему те же самые, условно, узбеки, таджики, киргизы приезжают в ту же Москву, у них документов нет, регистрация нужна, патент нужен, проблем куча, полиция останавливает, да, и они умудряются жить хорошо, работать, привозить семьи, учить детей, все, а человек, условно, с региона не может сделать ровно то же самое. Кстати, феномен, почему так происходит? Вот потому что люди, вот он привык, вот мой огород, вот моя березка, как бы, то есть вот мобильность населения очень низкая. Вот, и вот сейчас, как бы, у нас, получается, на спецоперации занято несколько сотен тысяч человек. Это что же минус, да, рабочие руки. У нас оборонка работает, там некоторые заводы в 3 смены не успевают. Это тоже как бы рабочие руки. И сейчас катастрофический дефицит. Вот, то есть все работодатели говорят о том, что людей нету. Это прям большая проблема. Вот, поэтому миграция, ну вот если говорить, допустим, про этот год, ну, влияет суперположительно. А если сейчас и они уедут, у нас какие-то отрасли просто встанут. У нас же были шутки, вот помнишь, года 2 назад в Москве был рекордный снег, просто вот там по грудь выпало. Вот, и там так вот записывали люди видео, мигранты, вы где? Да. Вот, потому что, ну, как бы, причем они-то работали, чистили, но ведь многие же не понимают, кажется, ну что там тропинку, какую тропинку? Там какие-то миллионы квадратных метров, и люди как рассуждают? Ну вот он двор почистил, все, да не все, ему еще на крышу лезть. И крышу чистить, как бы, да, если это еще упасть можно, все вот это привязываются, там еще что-то. И на крыше объем, который надо почистить, он больше, чем вот этот тропинка-то, да, по которой люди ходят. Они там тоже какие-то 1000 квадратных метров очищают, то надо вниз слезть, то, что с крыши накидал, тоже убрать. То есть, как бы, вот. Это титанический труд. И при этом кто-то еще вот позволяет себе там как-то ругаться на них, еще что-то делать. Я вот это вообще понять не могу. Потому что действительно видят только негатив. Вообще, как ты думаешь, почему вот к ним такой сильный негатив? Создаются вот телеграм-каналы, да и в обычных федеральных СМИ вот такая сейчас антимигрантская повестка. Откуда вообще идет? То есть, условно, можно посадить там 50 человек на зарплату и сказать, сделайте так, чтобы в России люди между собой поругались. У нас национальный фактор, это, с одной стороны, наша сила большая, да, что мы вот мультикультурные, разные, да, то есть мы дополняем друг друга. Но это и достаточно как бы слабое место наше. То есть если мы между собой поругаемся, это будет, ну, самая большая проблема. Снаружи, ну, победить нас сложно, вот в спецоперации много что показывает. Опять же, ну, мы ядерная держава, нападать на нас тупо, ну, это абсолютный абсурд, да. Как только у людей сложности, ищут виноватого. У нас был виноват еще Обама, потом там следующий, да, сейчас вот Байден виноват, сейчас вот, не знаю, Трампа выберут, что тут 3 дня осталось. Трамп, наверное, будет виноват после этого. Мне часто присылают какие-то ролики, говорят, вот, мои мигранты, да, они же мои, понятно, вот твои мигранты, смотри, что творят. А я смотрю, там очень часто не мигранты, наши ребята. Вот кто-то и запускает это, да, либо старые ролики берут, либо, то есть очень много фейков, то есть как будто бы такое ощущение, что работает какая-то машина вот по нагнетению ситуации. Причем эта машина, это же не суперсложный механизм, просто в день закидывай 3 фейка, да. Год делай это, 1000 фейков будет. А кто смотрит это постоянно, у них в голове 1000 фейков. Более того, что я скажу, и в чем я вижу еще как бы очень тоже большую проблему, у мигрантов также это все. Им закидывают фейки, как их там бьют полицейские, жестко задерживают, там еще что-то. И получается, эти злятся на одно, да, ну как бы наши граждане на другое, и получается вот как бы накаляется вот этот накал страстей, что вот как бы может в какой-то момент бахнуть.